Знаете, вот я ехала сюда и думаю, вот что сказать людям, как обратиться к народу. И вы знаете, мне на память пришла цитата из фильма, наверное, вот здесь сидящие помнят этот фильм, Эльдара Рязанова «Гараж». Помните, где один из героев говорит: люди, остановитесь! Животные в часть критической ситуации не уничтожают животных, понимаете, себе подобных, не уничтожают. Они помогают друг другу. Слоны не едят слонов, львы не едят львов. Народ, остановись, наш народ, остановитесь. Прекратите уничтожать себя. У меня нет других слов. Грязь, обман, ложь, алчность. Это что, все стали нашими национальными характерными чертами нашего народа? Вот у меня вот сейчас родилась мысль, я обращусь к 3 людям, вот сейчас сидящим здесь. Первое, я обращусь к Анквабу. И хочу спросить, 20 лет человеку власти, что ему надо от нашей страны? Что ему надо от нашего народа? Он сделал жизнь краше? Мы стали жить лучше? Мы чего-то не потеряли, с чем-то мы не расстались, что-то мы не продали? Мы сделали пенсии как прожиточный минимум? Мы подняли зарплаты до уровня чего? Южного федерального округа? Да нет. Мы поднимали зарплаты только на то, что нам давала Россия. Вот я хочу у него спросить, за что он мстит нашему народу, нашей стране? Что он хочет отсюда выжить? Тогда у меня второй вопрос ко второму человеку. Я просто рассказываю собственную историю. Это Ахравицба. Самое интересное, вы знаете, вообще-то человек, это, многоликий наш, то он отстаивал правду, защищал, я не знаю, что тогда защищал, но что-то защищал, вот он пришел. Потом мы с ним оказались в одном кругу, и это был, я прошу прощения, хаджибийский круг, так сказать, поскольку я всегда как-то на этих позициях. И я его спрашиваю, как, Ахра, ты как, я говорю, здесь оказался? Он мне сказал, я ошибался. Так сколько раз ты возглавляешь легендарную пятнашку, ты руководитель военизированного подразделения. Сколько раз ты будешь ошибаться? Скажи мне. А цена его, он забыл друзей своих? 2 смерти. Его друзей. Это тоже ошибка? Цена ошибки, смерть друзей? Тогда я вам хочу сказать, уважаемый народ, абхазские люди, здесь журналисты сидящие. Знаете, как у Пушкина в «Капитанской дочке». Вот у меня сегодня столько много цитат, я вам сейчас ее напомню. «Береги честь с молоду, а платье с нову». Друзья, а в чем ваша честь? Бигвама Бесик сказал такую фразу: «Мне честь дороже жизни». Тогда у меня к Бесику, Бигвама, вопрос. Какой чести? Какой жизни? Что? 37-й год? Вы вчера по Соловьеву передают, что Следственный комитет озадачился нашими ребятами, которые воевали, которые защищали эту землю, которые проливали кровь. Значит, Следственный комитет им озадачился. Тогда у меня Бесику вопрос. Вы такую жизнь хотите? Честь твоя за то, чтобы 37-й год, за предательство? За то, что кляузы друг на друга мы уже строчим в соседнее государство? Что мы сдаем своих людей, с которыми вчера кушали и пили, и сидели в одном окопе? Друзья, вы правда это у нас такая жизнь началась? И еще, знаете как? Я даже к Бадрыгу не буду обращаться. Он столько об абхазскости говорит, что я не знаю, что такое абсура. Я уже потерялась в этих смыслах, слушайте. Я потерялась в сути нашей чести, совести, абхазскости. Я потерялась.
Я как мать что могу сказать своему ребенку, когда на улице? Посмотрите, что творится, когда про меня пишут. Ну, вообще бред полнейший. Про меня, про моих друзей. Ну, это что? Бесик, Бигвава, ответь. 37-й год у нас наступил. Честь дороже тебе жизни. Ответь, пожалуйста. Ответь, давай поговорим, давайте встретимся. Да, это эмоционально. Я давно не выступала так эмоционально. Но просто уже это невозможно переварить, знаете? То мы русофобы, теперь мы армянофобы. Так слушайте, скажите, вам что надо, чтобы что здесь? Пролилась кровь, началась война гражданская. Что вам надо? Вы 20 лет были у руля, 20. Ну что вы сделали? Энергетики нет, страны нет, земли проданы, у детей будущего нет, все едут в Россию. Что вы, друзья, остановитесь. Не знаю, я еще раз призываю абхазский народ, вернее, народ Абхазии весь, не ошибайтесь, пожалуйста. Я не говорю, что тот или та команда, в которой я нахожусь, она лучшая. Нет, может быть и не лучшая. Но, по крайней мере, лично я, проработав в парламенте и живя вот, я знаю, что кто бы ни пришел, кто захочет продавать эту страну, я буду стоять первая, у каждого, у кабинета, у ворот, я не знаю, у чьих, я буду стоять первая. Для меня моя земля, мои дети, мое будущее, вот что для меня важно.